Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости канала, огромное вам спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу подписку, за ваши донаты. Мои дорогие, тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Послание от ангелов о самом главном и важном для вас. Если тема вам интересна, присоединяйтесь, посмотрите на песочек, загадайте на себя, так и спросите, какое послание от ангелов о самом важном и главном мне нужно услышать, получить, узнать. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшей силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Так, давайте же посмотрим, что за послание вам идет от ангелов. Что такое самое главное и что такое самое важное для вас. Так. Ну, мне очень нравится, что здесь чаша любви, чаша наполненности и чаша счастья. Это очень хороший знак. Запомните его. Это ваше будущее. Это то, что вам говорят. Вас любят, вас ценят. И вам обещают много любви и много радости в жизни. Но в сегодняшнем дне мне не очень понятно, у вас какие-то преграды очень серьезные. Преграды, препятствия, барьеры. Здесь вот какая-то запутанность, запутанное состояние. Что-то вот прям, какие-то сумерки прям черные, хочется сказать, да. Вот прям печалька и тоска у кого-то отыграется. Я не могу только понять, может быть здоровье, может быть отношения. Какая-то надрывность идет, да, вот безверие. Либо отчаяние, что ничего уже хорошего не будет, либо так плохо, не повезло, что-то прям страшное, неприятное. Вот такое чувство, что сгустились облака, такие прям черные грозовые облака над вашей головушкой. И вы вот не знаете, что же будет дальше, что будет в следующий момент, что будет в следующую секунду, как обложило вас, да, может быть, кто-то действительно какие-то козни устраивает. У кого-то, кстати, отыграется, что неприятности в жизни идут от женщины, женщина с косой. То есть какая-то женщина вас в прямом смысле подкашивает, скашивает, с ног скашивает. Женщина-конкурентка, женщина амбициозная, женщина умная, но вот знаете, вот умная, расчетливая, вот так вот хочется сказать. У кого-то отыграется, что на работе у вас очень много неприятностей, либо вот как по деньгам у вас неприятности пошли. Вот вы виновата эта женщина. Женщина у вас скосила ваши возможности. Она могла как специально что-то делать, да, вас там оговаривать, хаять, оклеветать, там, не знаю, подставить, да, чтобы ваше место занять, либо ваши возможности получить. Либо женщина могла через магический путь, да, через специалистов заказывать какие-нибудь действия, вот, которые бы вам вредоносными были. Но я не могу сказать, работала ли тут магия, либо нет. Скорее всего, нет. Здесь больше идет вот коса в ее руке. Значит, это ее энергетика и ее вот это острое, жесткое желание от вас избавиться. Да? Утрированно говорю, но тем не менее. Да? Кто понял, тот понял. Женщина беспринципная, сразу говорю. А у кого-то в любви такая женщина есть, конкурентка, у кого-то треугольник, либо соперница появилась. Появилась, причем недавно это произошло. Либо вы недавно только лишь узнали о том, что есть соперница, а она-то давно уже про вас знала. И она уже давно работает над тем, чтобы вас нейтрализовать, в прямом смысле слова, да, чтобы вы там не мешались, чтобы вы там нигде там не фигурировали, понимаете? Вот какая она. Очень, кстати, вот женщинам не свойственна вот такая жестокость, которую проявляет она. Она очень злой человек и очень жестокий. Ну, может быть, вы уже и видели ее жестокость, либо слышали о ее жестокости, и вас это могло очень сильно поразить, либо еще узнаете, услышите. Но будьте готовы, что все люди разные, да, и
Но такие, как она, скорее исключение, чем правило. Вот, поэтому, мои дорогие, поберегитесь. Эта женщина, она сама себя подкосит. Здесь, во-первых, у вас защита очень сильная стоит. Вы в рубашке родились, да? Вас просто так высшие силы не дадут на поругание, на истязание. Так не будет. И второй момент. Эта женщина, она же не только вам вредит. Она, во-первых, знаете, как от кого-то бумеранг поймает, да? Плюс еще накинут за вас. То есть эта женщина заработала, она ответит как при жизни, так и после нее. За ней очень большие грехи числятся, очень плохие. И еще даже не удивлюсь, если она, например, где-то убийцей пройдет, понимаете? Обычно такие люди, они так и заканчивают. Где-то убийца, я имею в виду, что аборт, скорее всего, делала, причем, может быть, там и не один, и не 3, а даже больше. Здесь как-то жесткая женщина, вы увидите, что с ней будет происходить, вы от нее избавитесь. Но в сегодняшнем дне, вот ситуация вашего недавнего прошлого и сегодняшний день, она как доминирует, как будто бы она управляет, как будто бы вот она вам мешает. Так, ангелы говорят, что потерпи, подожди, правда восстановится, правда будет за тобой, ты еще увидишь ее крах, ее падение. Поэтому просто чуть-чуть подождите. Каких-то смертельных травм она вам не нанесет, ран, нет, но да, раздражает, да, есть неприятности от нее, просто нужно немножечко потерпеть. Так, кто у меня куда-то собирался и доехать не смог, либо дорогу вам закрыла, заблокировала, либо все перенеслось, отменилось, что-то произошло такое, да, планы порушились у вас. Что-то вот вы долго думали, планировали, хотели, да, и все в один момент как будто бы срезалось, да, вот прям от вас не зависело. Смотрите, вот эта дорога, этот путь, он будет. Он будет, но будет немножечко попозже. У кого-то 2 периода времени, у кого-то 4. Через это время у вас этот путь будет. Период времени я не могу сказать сколько. Это могут быть как и дни, так и недели, так и месяца. Года нет, так года не выходят. Но то, что путь этот будет, он будет в свое время. Сейчас не все сферы готовы, да, может быть, вы не совсем готовы к этому пути. Тот, кто там вас должен встретить, увидеть, помочь, не готов. То есть не все готовы к тому, чтобы осуществить этот путь. Сейчас, если вы в этот путь там, через силу там, пробьетесь, пойдете, скорее всего, в лучшем случае это будет пусто, да, как сходите, так и вернетесь. Но если вы дождетесь своего срока, а вы его дождетесь, я вижу, вы вот прям даже можете сказать, да нет, никогда я туда уже не пойду, не хочу, не буду, не будет такого. Будет, не зарекайтесь. Тогда вот все случится и сложится так, как будет идеально, оптимально для вас, вот прям подходящая ситуация. Это может быть касаться и мужчин, встречи там, по любви, да, те, кто на расстоянии. Брак может быть, заключение, беременность может быть, поездка, переезд, вот все что угодно, да, вот то, что сорвалось у вас накануне. Не переживайте, не расстраивайтесь. У вас, кстати, вместо этого дела что-то будет более интересное и денежное. То есть вы не получили, например, встречу с любимым, любовь не получили, но вы получите при этом возможность заработать очень хорошую сумму денег, либо как-то себя реализовать. Так, по поводу, кстати, денег. Здесь кто остро прям нуждается, да, семья бедствует, да, либо прям заели кредиторы, какая-то вот, как обложили вас, да, этими кредитами. Вам от какого-то человека с дальнего пути идет помощь, подсказка. Здесь человек может как оплатить все ваши кредиты, так и дать вам очень серьезные полезные советы, как бы вам скостили, да, эти кредиты, либо уменьшили, либо как-то вот разбили, может быть. Вот это человек с дальнего пути. Кто, я не скажу, потому что, сами видите, тут не видно пол. Здесь именно человек издалека, либо далекий от вас, да, далекий от вас в плане того, что вы там, я не знаю, обычная женщина, там работаете, там, живете своей жизнью, да, а это человек, я не знаю, какой-нибудь там человек высокого положения, высокого звания, высокого статуса, вот как-то так идет. А может быть, там с другого города приедет, да, человек, чтобы вам подсказать и помочь.
Так, на любовь, на отношения. Кто расходится, разводится, разбегается, это не точка. Это не конец, это всего лишь начало. Этим отношениям еще, вам еще сходиться, этим отношениям еще быть, еще и не такое переживете. Здесь однозначно два человека, вот пузатенькие у меня вышли, такими вот, да, с бульбочками. Это проблемные двое. Это не один кто-то из вас проблемный. И вы проблемная, и мужчина проблемный. Может, отношения ваши кармические. Здесь однозначно вы еще будете сталкиваться, потому что любите друг друга, никуда вам друг от друга не деться. Какие бы там третьи, десятые лица между вами не стояли, никто не сможет вас разделить. Никто. Даже сама судьба не сможет. Пока вы не пройдете свою карму, пока вы, ну, извините, дурь свою не убавите, потому что, ну, я буду честной, я вижу, что и, видите, как и вы с пузиком, и мужчина с пузиком, да, то есть и там люди шалят. Пока вот этого всего не избавитесь, вам все равно быть вместе и идти рука об руку, потому что любите, потому что вы друг другу судьба, понимаете? Так, по поводу, кстати, и новых тоже может быть знакомств, когда люди, ну, вроде как познакомились, и у них что-то там не клеится, не ладится, и какая-то тягомотина происходит. То же самое. Это только лишь начало, эти отношения еще тебя покажут. Вы еще себя в этих отношениях реализуете. Кто у меня недавно встретился, начал общаться, встречаться, а ребеночек уже идет к вам. То есть ребеночки обычно у нас приходят, ребеночки, детишки, извините, прям заговариваюсь. Я когда в потоке, иногда вообще не понимаю, что говорю. Дети обычно приходят за 7-9 месяцев до беременности. Ваш ребеночек уже вышел. То есть это может быть и месяц, а может быть и, извините, год. Да? Но вот от этого человека у вас явно будет ребеночек. Причем такой, знаете, талантливый, шаловливый ребеночек. Не соскучитесь. Ребеночек идет как праздник, как что-то вот такое вау. Вау-эффект идет от этого ребеночка. Так, у кого-то романтика пойдет. Романтика пойдет, скорее всего, на работе, но будьте аккуратны, потому что ваши чувства, они такие вот весенние. Да? Вот мужчина может влюбиться по-настоящему и ходить, потом вас беспокоить своей любовью, навязчивостью и прочим. А для вас это просто, как, знаете, как развлечение. Ну, понравился, ну, симпатичный, ну, там, пообщались, ну, может быть, там, время вместе провели, но не более того. Я не вижу, что вы там прям платье свадебное себе готовили. Нет. А вот этот мужчина, он может ходить за вами, потом надоедать, потом еще будете думать, как бы мне от него избавиться. Будьте аккуратны. Да, помните, что вы в ответе за тех, кого мы приручили. Будьте в этом плане вот прям бдительны, чтобы не нажить себе проблем. Дальше, мои дорогие, у кого сейчас какая-то пропажа есть, пропажа, потеря, что-то вот дома пропало, вы вроде все обыскали, у кого-то, может быть, даже ограбление было какое-то, вот прям неожиданно, да, вот так вышло. Вам, знаете, что говорят? Говорят, что вы знаете того человека, кто либо навел, либо украл, вы 100% знаете. Вы даже на этого человека уже думали. Но награбленное вам не вернется. И вот это награбленное, украденное, вернее, да, правильно, украденное, это идет вам как оплата более серьезных каких-то катаклизмов и проблем в вашей жизни. То есть буквально, да, либо дословно, вы избавились от большой беды. Лишившись какого-то имущества, да, вы избавили себя, свою семью от очень большой беды. Может быть, это не будет для вас каким-то там суперутешением, но поверьте, то, что произошло, хочется сказать, отделались малой кровью. И слава Богу. Те вещи вы еще наживете, еще не раз наживете, гораздо лучшие вещи наживете. А вот если бы та беда случилась, то нам, понимаете, это уже фатал пошел бы. Поэтому отнеситесь с пониманием. Кто украл, как все происходило, вы все это узнаете. Придет время, все узнаете. Вы же даже думали на того, кто это делал на самом деле. Уже понимаете, кто. Но здесь момент того, что не вернете. Потому что все это пошло в оплату, что вас избавили от большой беды. Так, и еще момент, связанный с домашним животным у кого-то. То ли пропал, то ли убежало животное. И
У кого-то, может быть, погибло животное, и тоже задаетесь вопросом, что, почему, да, от чего. То же самое, отвели большие неприятности. Это животное очень вас любило, и это животное, можно сказать, как пожертвовало своей жизнью ради того, чтобы у вас, ну, ничего плохого, вернее, с вами не случилось. Вот, знаете, как бы пошел замен здоровья на здоровье. Вот, если животное убежало, потерялось, тогда, смотрите, у вас, ну, я не могу сказать, что найдется, у кого-то вот найдется, но это больше похоже даже на кошку, наверное, какую-то, на кошку, не собака. Если собака убежала, то не найдется, если кошка убежала, то найдется. Но опять же таки, да, там животное как пострадавшее идет. Понимаете, пострадало за любовь к вам, чтобы вас от чего-то уберечь и спасти. Ой, я вообще такие темы, мне прям аж самой так сложно даются. Вы уж простите, что об этом говорю, но тем не менее. Ой, так, важный еще момент, который я хотела бы вам озвучить. Ангелы просят вас почаще к ним обращаться, либо почаще разрешать им с вами общаться, либо вам помогать. Здесь многие из вас, веря в эзотерику, веря в паранормальное, скажем так, да, ну, к себе как-то вот относятся очень ровно. То есть человек думает, ага, ну да, есть там люди, которые там что-то там видят, предсказывают. Ну, я не такой человек, да. Либо там у меня не получается, значит, я там не имею способности. Я вам тайну открою. Все люди имеют способность. Потому что если бы не эта способность, если бы не это дополнительное чутье, чувство, которым, кстати, не только люди, но и животные обладают, мы бы просто не выжили. Понимаете, человечество бы просто не выжило. Почаще заглядывайте себе в душу, почаще говорите со своей интуицией и возьмите себе за практику хотя бы читать «Отче наш» перед сном, либо во время пробуждения. Не во время, после пробуждения. Вы понимаете, вы как будто бы открываете, вот каждый день, да, вы встаете, да, открываете окна и впускаете свет в ваш дом, солнечный свет, там, да, просто вот освещаете свое пространство. И то же самое, когда вы читаете молитву, особенно если вы это делаете от души, от сердца, если вы можете говорить своими словами, просто своими словами просите, чтобы ангелы-хранители, высшие силы вам помогали, там, подсказывали, давали вам какие-то хорошие советы, людей хороших в вашу жизнь пускали, беду от вас отводили. Это будет еще лучше, чем молитва. Если вы, ну понятно, что не всегда можно настроиться, «Отче наш» вообще идеально, самая лучшая молитва. И тогда вот помощь, подсказки, они просто утроятся. И вам будет намного легче, и ангелам будет намного спокойнее за вас. Мои дорогие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.